чтобы самое главное... Уже на официальном открытии активисты рассказали о самых наболевших вопросах. Получение справок о реабилитации, оформление российского гражданства, недостаток учителей крымско-татарского языка. Руководитель местного отделения уверен, работы будет много. Граждане могут обращаться по любым вопросам. Это как вопросы по справкам о реабилитации. На сегодняшний день мы принимаем ежедневно граждан. Даем им разъяснения, как их можно получить. Делаем запросы в страны СНГ. Получаем ответы, и люди благополучно получают справочки о реабилитации. Готовы всем оказывать помощь, методическую, юридическую, любую помощь. До этого дня здесь не было ни одной общественной организации. Теперь жители вне зависимости от национальности могут обратиться к специалистам. Они доступны с понедельника по пятницу. Раз в месяц помогать жителям решить вопросы будет лично президент организации. Чувство людей, что есть за ними организация, в которую можно обратиться не в государственную власть, а именно к общественности. И где общественность быстрее воспринимает их проблемы. И это наша самая главная задача – потом аккумулировать и помочь. Это не только крымских татаров. Если к нам обратятся люди любой национальности, мы готовы всегда оказать помощь. После официального открытия представители организации «Инкишаф» совместно с муфтиятом посетили местную мечеть и пообщались с мусульманской общественностью. Один из острых вопросов в этом районе – строительство мечетей в селах. Президент общественной организации «Инкишаф» Искандер Агабелялов пообещал жителям пообщаться с муфтием Крыма, пообщаться с потенциальными инвесторами, меценатами, спонсорами, то есть кого-то обратить в сторону этой проблемы, направить сюда, чтобы люди своими ресурсами помогли местному населению построить мечеть. В тех местах, где уже практически согласовано получение земли, то есть это строительство мечети, в первую очередь это, конечно, материальная часть, как насчет спонсоров. По району, именно в районном плане, никаких таких проблем нету. Филиал в Раздольнинском районе уже второй на полуострове. Уже в ближайшее время отделение общественной организации «Инкишаф» откроется еще в нескольких городах. Лиля Виджат, Иван Евдокимов, телеканал Миллет.